Деточки, подходим еще ближе сюда. Все детки с костела, давайте сюда, с лавочек выходим. Все близенько Иисуса. Будем витаться Иисусом, хорошо? Все детки, которые в костеле далеко, в коридорах там где-то сидят, возле батареи греются, как бабушки. Давайте все сюда. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Скажем молитву хвала Ойцу, подякуем Богу за сегодняшний день. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была с предвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Amen. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen.
и Духа Святого. Пан с вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на п'ятій звичайній неділі. В сьогоднішній Євангелії ми почуємо об тим, що святий Петр перший раз зустрічає Пана Єсуса, який запрошує пізніше у свій човен. І пізніше Пан Єсус робить суд для святого Петра. І це символічно так само для нас, для наших людей, що вельми варто запросити у свій човен, так у своє життя Христа, щоб Він діяв, щоб Він зробив там суд у моїм житті. Тому, дорогі брати і сестри, захочу на початку Святої Мши представити Богу наші інтенції, просьби, з якими сьогодні ми приходимо до Його. Дорогі детки, давайте сейчас тоже подумаем, за кого мы хотим помолиться. Да, в этой тишине подумаем, в каких интенциях, за кого, за родителей, может, за дедушка с бабушкой, может, за брата, сестричку, за кого мы хотим особенным способом сегодня помолиться. Я спробую на святейшую аквяру за померлую Дануту Ламако у першую годовину пасля яе смерти, попрошаюсь доброго Бога о пробачении всех ее грехов и введению в Владарство Небесное. Перепросим теперь Христа за наши грехи. Споведаюся и вам, браты и сестры, грешил я вельми, думкою, словом, учинками занедбания. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, и вас, браты и сестры, молиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного.
Помолимся. Боже, добрий Ойче, аховай завсёды семью Твоих верных, отуляй нас Своей опекой, бо усю надежду складаем на небесную ласку, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. У год смерті короля Озії я бачив пана, який сидів на високому і узнесеному троні, а концы ягоной шаты наполняли святыню. Серафимы стояли над ним, кожный из них мел по 6 крылов. Яны ускликали один до одного, кажучи: «Святый, святый, святый, пан могутел, уся земля полная хвалы Яго». І захісталіся вушки дверей ад гэтага голосу, і дом наполнился дымом. И сказал я: «Гора мне, бо я загинул, тому что человек с нечистыми вуснами, и живой сирот людей с нечистыми вуснами. А вот что мы бачили володара пана могутел». Тады подлетел до меня один з серафимов, а в руце его был распаленный вуголь, який он клещами узял за ахвярника. И он докрануўся им до вуснов моих и сказал: «Ось, докрануўся гэта до вуснов твоих, и прибрано беззаконие твое от тебе, и откупленный грех твой». Тады я почув голос пана, який казав: «Кого мне послать? Кто пойдет деля нас?» И сказал я: «Вось я, пошли мне». Это Слово Божие. Почути слово вуснаў моих, перед анёлами спяваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыняй. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане, и славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почув мяне, повеличил моц моей души. Перед анёлами спяваю прославить Тебе, Пане, усе короли земли, коли почуют словы Твоих уснаў, и будут шляхи Пана опевать, бо великая слава Пана. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане. Твоя правица ратуе мяне, Пан усё зробіць за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Нагадую вам, брати, Євангеліє, яке я обвіщав вам,
якое вы прынялі і ў якім трываеце, і праз якое таксама збавіцеся, калі цвёрда захаваеце тое слова, што я абвясціў вам, калі толькі не дарма паверылі. Бо спачатку я перадаў вам тое, што і сам прыняў, што Христос памёр за нашыя грахі паводле Пісання, што Ён быў пахаваны і ўваскрос на трэці дзень паводле Пісання, і што з'явіўся Кіфе, а потом 12. Пасля з'явіўся больш чым 500 братам адначасова, большасць з якіх жыве дагэтуль, а некаторыя спачылі. Потым з'явіўся Якубу, потым усім апосталам. Пазней за ўсіх з'явіўся і мне, як неданошанаму плоду. Бо я найменшы з апосталаў, і не варта называцца апосталам, паколькі пераследаваў касцёл Божы. Але з ласкі Божай я стаў тым, чым ёсць, і ласка ягоная, дадзеная мне, не была дарэмнаю. Наадварот, я працаваў больш за ўсіх іх, ды і не я, а ласка Божая, што са мною. Таму ці я, ці яны, мы так прапаведуем, а вы так праверылі. Гэта Слова Божае. Ідите за мною, каже Пан, і я зроблю вас славцями людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Если еще есть детки на костеле, то приглашаю сюда ближе, ко мне. Послушаем сейчас историю о том, как святой Петр тоже познакомился первый раз с Паном Иисусом. Внимательно слушайте, потому что с этого тоже буду вопросики вам задавать. Так что внимательно слушайте. Пан с вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час натоўп сціснуўся да Езуса, каб слухаць Слова Божае, а ён стаяў каля возера Генезарет. І ўбачыў ён два чаўны, якія стаялі каля возера, а рыбакі выйшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы адзін з чаўноў, які належаў Сымону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўна. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сымону: «Плыві на глыбіню, а вы закіньце сеткі вашыя для улову». Сімон сказаў яму ў адказ: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на тваё слова закіну сеткі». Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі. І ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі дапамагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны, так што яны пачалі тануць. Калі гэта ўбачыў Сымон Пётр, прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны». Бо з улову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла яго і ўсіх, хто быў з ім, а таксама Якуба і Яна, сыноў Забэдэя, якія былі супольнікамі Сымона. Тады сказаў Езус Сымону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Гэта слова Пана. Ну что, как дела? Все хорошо? А что такие грустные? Вставать рано? Тяжело? Ничего, завтра еще раньше будешь вставать в школу. Праздник-то какой. Хорошо. Скажите, дорогие детки, кто-нибудь из вас ловил рыбу хоть раз? Либо был на рыбалке? Были? Да, ловили рыбу тоже? Скажи, тяжело ловить рыбу? Да. Сложно? Ну нет. Не сложно ловить рыбу?
А ты как думаешь? Задумаешься, да? Хорошо. Тут есть, хорошо. Рыбу можно ловить. Да, это правда, рыбу можно ловить. Но, по сути, да, надо... Но это же нелегко тогда, что взял, сел, кинул удочку, хуп, и сразу же рыбка. Так не бывает, правда? Надо посидеть, потерпеть, да, подождать, да, выждать, в тишине посидеть и так далее, да. То есть это сложный процесс, надо разбираться, какие удочки, какие снасти, плесты и так далее. То есть надо это понимать, знать в этом. И смотрите, сегодня в Евангелии Святой Петр что делал? Кто слушал внимательно? Ну? Ловил рыбу. Ловил рыбу. А когда? Кто помнит? Когда он ловил рыбу? Давай. Ночью. Молодец, да. Он ловил ночью рыбу. И скажите, у него получилось ловить много рыбы? Нет, не получилось, да? То есть Евангелие говорит, что у него ничего не получилось. Скажите, у вас было такое в жизни, что вы очень много сильно старались, но у вас ничего не получилось? Было такое? Что было такое интересного? Когда я гладила, у меня не получалось. Хорошо. Вот еще такие были сложные ситуации. Очень старались, но ничего не получилось. Ну давай. На труды мне получилось иголку. Нет, Да, да, это сложность у всех, да? Нитку засунуть в иголку. на контрольной по математике. Не получился, да? Бывает, ну давай. Пересказ. Пересказ, да, так учила, не пересказали. Хорошо. Смотрите, есть очень много раз, да, действительно, мы можем очень много в жизни стараться к чему-то, но что-то не получается. Ну, не сходится, да, то есть мы приложили много усилий, но ничего не получилось. Такое разочарование. И в такой ситуации сегодня оказался Святой Петр. Он старался всю ночь. Он был профессионалом своего дела, он был рыбаком. По профессии он был рыбак, да, Святой Петр. И он знался на этом деле, да, то есть он много приложил силы, да, чтобы это его был хлеб, да, то есть это он жил с рыбалки, да, то есть он ловил много-много рыбы всегда. И смотрите, и в какой-то момент в жизнь Святого Петра, да, в его лодку заходит кто? Иисус. Пан Иисус, да, хорошо. Приходит Пан Иисус, да, в его лодку, и ему говорит: забрось сети. Он такой: ну нет, как это? Господь, я всю ночь ловил, да, но ничего не получилось. А все знают, рыбаки, что ночью лучше, да, ловилась рыба. А тут, говорит, приходит какой-то человек, они первый раз видятся с Паном Иисусом, да, и говорит ему: забрось сейчас, днем. Ну, и знаете, и тут сейчас Петр, да, размышляет, ну как? Ведь он опытный человек, он знает лучше, как сделать. Это то же самое, если бы я пришел бы к вам, да, и вы играете, допустим, ну, Майнкрафт. Признаюсь честно, я ни разу не играл еще в Майнкрафт, но в Старса тоже не играл ни разу. Видите, как мой племянник играет. И смотрите, и вам надо победить какого-то там злодея в Майнкрафте. Я прихожу и говорю: победишь его молотком. Ты такой: что? Серьезно? Его не победить молотком, там нужно меч какой-то выбрать, да? Что-то там еще сделать. Кувалда еще вышла, вот видишь, обновление, видишь, хорошо. Булава, да? И я такой говорю: нет, ну ты возьми просто молотком. Ты такой: ну нет, это ж не получится никак. Я же знаю лучше. Я же столько уже часов проиграл. А вы тут пришли, тут сразу сказали, с молотком победишь. Да, и вдруг берешь такой молотком, бах, и побеждаешь. Да? Может быть такое, может быть. Смотрите. И то же самое Святой Петра. Он такой: серьезно, сейчас, ну ладно. И забрасывает сети. И что происходит? Очень много рыбы, что сеть рвалась. Поймал очень много-много рыбы, что начали сети рваться. Да, у него разорвалось очень много. И он не только себе наполнил лодку целой рыбы, еще попросил друзей своих, да, чтобы они подплыли, и тоже наполнились и их лодка, да, наполнилось много-много рыбы. И они тоже выловили. Да, Симон Петр что сделал? Ну, что сделал Симон Петр, кто помнит? Он что-то, упал на колени перед Иисусом и сказал, что: отойди от меня, я человек грешный. Да, отойди от меня, человек грешный. Смотрите, и это очень важно, да, что лодка, это может символизировать нашу жизнь, да, то есть наше сердце. Если мы впустим Иисуса в нашу жизнь, мимо своего опыта жизненного, да, может Иисус сделать большое-большое чудо в нашем сердце, да, в нашей жизни. Хорошо, я сегодня кое-что к вам принес. Водичка нет, водички сегодня не будет.
Так, сейчас все достанем. Камень и в конце деньги. Хорошо, смотрите. Похожую ситуацию можем тоже мы сейчас с вами смодулировать, да, когда мы наполняем, чем мы наполняем вообще свое сердце. Смотрите, пшено у нас будет означать разные дела в нашей жизни, стакан будет нашим сердцем, сердце будет нашей семьей, камень будет Богом, да, и деньги будут работой. И смотрите, кто-нибудь здесь, подойдите кто-нибудь один ко мне, подойдите ко мне, не бойся, можешь не держать микрофон, хорошо? Так, смотрите. Это очень часто происходит, когда человек, немножко выше, держи меня, не в глаза. Так, хорошо, сюда ближе. Смотрите, это очень часто происходит, когда мы говорим: Боже, вот ты знаешь, у меня столько много дел, я должна там поехать, куда-то пойти, посмотреть, еще то, это завести, что-то принять, и все остальное. И тут у меня очень много чего? Разных дел. У меня нет времени на Тебя, Боже. Да? Потом может произойти что? Боже, у меня семья, у меня очень много детей, мне надо их завести, репетиторы, продленки, не продленки, туда, сюда, надо везде их завести, все посмотреть, надо быстро, все. У меня нет времени просто на это. Потом у меня работы, Боже, знаешь, у меня нет времени на Тебе. У меня очень много работы, очень много работы. Я должен работать усиленно, да, у меня очень много работы. Да, у меня нет просто времени на Тебя. Да? И в конце, скажите, для Бога места хватило? Для Бога не хватило места. Да? То есть мы можем... Скажите, вот все эти семья, работа, разные дела, это плохо? Нет, это хорошо, это хорошо. Но надо что сделать? Поставить правильные приоритеты, да? Что должно быть на первом месте, что должно быть на втором и что должно быть на третьем. Сейчас мы это просмотрим. Немножко достанем эти денежки. Да. Хорошо. Как вы думаете, что должно быть на первом месте? Бог. Хорошо. Смотрим. Бог есть. Что дальше? Семья. Молодцы. Что дальше? Работа. Хорошо. И в конце? Скажите, всем хватило места? Видите? Можно? Хорошо, спасибо. Смотрите, это очень важно. Всем хватило места. Это не что-то плохое. Разные дела, они нужны. Да, это очень важные дела. Они очень нужны в твоей жизни. Никто не говорит, что это плохо. Да, работа тоже очень нужна. Семья нужна. Все это хорошо. Но только надо поставить правильные приоритеты. И Господь Бог, если поставите правильные приоритеты, Господь Бог будет наполнять ваше сердце. Если вы поставите его на первое место, да, ваше сердце будет как стакан, да? Поставите на первое место Бога, семью, работу и разные дела, и всем найдется место. И это очень важно. Если вы пригласите в свою лодку Бога, то Он сделает большое-большое чудо для вас, дорогие детки. Только надо важно поставить правильные приоритеты. Кто зачем будет идти. Да, если мы будем только заниматься разными делами, мы действительно не найдем время на добрые дела, на молитву и на какие-то еще другие дела, да, то есть мы будем забивать все это время, да, то есть если мы поставим работу, нам не хватит места ни для семьи, ни для кого, да, и так далее. Мы про Бога можем действительно сказать: ну, Боже, я бы так к Тебе приходил бы, но у меня так нет времени, у меня нет времени для Тебя, да, и поэтому, дорогие детки, надо всегда, то есть ставить Бога на первое место, хорошо? Запомнили? Это очень важно. Дорогие родители, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии мы слышали, как Иисус делает великое чудо для святого Петра. Это было его призвание, да, то есть Иисус призывает его. Он все оставляет для Иисуса, оставляет семью, оставляет свою работу и идет за Христом, да, становится его учеником. Он первый раз его видит, но Бог сделал большое чудо для него, потому что Он меняет его жизнь. И поэтому очень важно тоже в нашей жизни, если мы будем приглашать Иисуса, ставить его на первое место в своей жизни, то Бог сделает большое чудо для нас. Да, это может быть не ловля рыбы, скажем так, но чудеса для каждого из нас нужны. Да,
Да? То есть Иисус может поменять что-то в вашей жизни. И если вы будете с Иисусом всегда, то ваши сети никогда не будут пустыми. Запомните это. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога. Между всеми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного. Ані за ворога, верді на суд на майцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, для нашего избавления, зашел с неба и зазволил Духа Святого, дело Марии, человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, взошел и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и ушел на небо, сядешь праворуч Отца, и заумертвил в хвале судей живых и померлых, Его владарства не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отцами Сына походит, якому Мать Житому Сына належит поклонение и хвала, який наговорил нас пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, неимоверный крестное решение грехов, и шагаем в исцеление життя вечного в будущем свете. Адораной надеей вечного життя узнесем наши молитвы до Бога, який прагне щастя усіх людей. Молися, святий Костел, каб ён обвящал людям надею избавления Тебе просим. Молюся за моладзь, якая удзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Хрыста Тебе просим. Молюся за тых, хто знаходзіцца ў залежнасці ад розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сябе ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам Тебе просим. Молюся за дзяцей, каб анёлы, ахоўнікі аберагалі іх ад усяляка небяспекі Тебе просим. Молимся ў інтэнцыі святой мшы за памерлую Дануту, Ламака у першую гадавіну пасля смерці, прошу добрага Бога, прабачу ўсе іх грахі і вёў владарства небеснае Тебе просим. Молимся за нас тут сабраных, каб мы распазнали ў Божьем Слове шлях да вырашэння новых штодзённых праблем Тебе просим. Просим Тебе, Пане, выслухай наши просьбы и учини, каб мы умели принять Твою допомогу и дяковать Тебе праз Христа, Пана нашего. Во мне живет, во мне живет.
Помолитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Прими от веры с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само от Христа и всему костелу свету. Пане наш Боже, Ты створил хлеб и вино, кап'яни потримлювали наше земное життя. Учені кап'яни стали для нас сакраментом, який дає життя вічне, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годна и справедлива, слушна и избавенна, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа на Пана нашего. Бою злитости до грешного человечества народился с Панной Марией. Праз свою муку на крыже вызволил нас от надвечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами и архангелами и за всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом зими ускликаючи. Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна, Хосанна, на вершинях, Хосанна, Хосанна, на вершинях, благословленный, кто приходит имя Пана. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму єднасць з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас, целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале.
Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по усім свете. Удоскональ его в любови, разом с Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Паной Марией, со святым Юсифом и Ябранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які з веку подобалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Памятуючи споведной заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святый будь имя Твое. Просим Тебе, Пане, збав над усього злога, дай ласкаво супокой дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії и пристя збавця нашего Иисуса Христа. О Твое владарство. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Amen.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не рад, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Помолимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб евхаристичный и пить одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам жить так, как мы, з'єднані в Христе, с радостью служили справе избавления свету, раз Христа Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсафа, чоловіка до віру, який опікувався Тобою за народив. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свайго дитяти, а покинули йому життя, якое Ты сам гэтому дитяти предвизначив. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак святой сям'і, у аўторак Маці Божай з Люрд, у сераду Маці Божай ў Спамогі, у чацвер Маці Божай Фацімскай, у пятніцу Маці Божай Добрай Рады, у суботу Маці Божай Нястомнай Дапамогі, у нядзелю 18 гадзіне беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць 10 лютага молімся, успамінаючы святую схалястыку Панну. 11 лютага гэта аўторак, успамін Найсвяцейшай Панны Марыі з Люрд. Таксама з гэтай рацыі ў касцёле адзначаецца Сусветны дзень хворых. Устанавіў яго гэты дзень святы Ян Павел II у 1992 годзе. Дзень хворага павінен прыпомніць нам, што ў сітуацыі пакуты і цярпення недастаткова толькі адпаведнай медыцынскай тэрапіі, а яшчэ вельмі патрэбна чалавечая цеплыня. Такія выхаваўчыя інстытуты, як сям'я альбо школа, павінны з самых малодшых гадоў абуджаць у чалавека спачуванне да бліжняга і да яго пакуты. У гэты дзень вернікі прыходзяць у святыню, каб атрымаць сакрамент намашчэння хворых. Таму што калі хваробу і цярпенне чалавек перажывае разам з Христом, калі ўсведамляе сабе, што разам з Езусам церпіць дзеля збаўлення свету, то яны могуць стаць для хворага крыніцай духоўнага росту. Таму ў нашым касцёле 11 лютага падчас святой імшы о 9 гадзіне будзем маліцца за людзей хворых, церпячых, а таксама падчас імшаў у 9 і ў 18:30 будзем нагода хворым нашай парафіі людзям сталага ўзросту прыступіць да сакраменту намашчэння хворых. Заахвочваю, калі ласка, заапякуйцеся хворымі, каб яны маглі прыступіць да святых сакраментаў. 14 лютага ўспамін святога Кірыла і Мефодія, апекуноў Еўропы. Шчыра дзякуем за магчымасць наведваць вашыя дамы, падчас душпастырскай візітацыі, за сведчанне веры, за вашу адкрытасць. Засталося нам на гэтым тыдні толькі некалькі асобных адрасоў. Святары на гэтым тыдні патэлефануюць і адведаюць гэтыя дамы. А ўсім, хто прымаў святара падчас каляды, вялікі вам за гэта дзякуем. У закрыстыі пры выхадзе з касцёла можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Шчыра дзякуем всім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за усялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На гэты тыдзень працы і абавязкаў прымем з верай Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа.